Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я рад вас приветствовать на консультации. Меня зовут Салават Ришатович Мусифуллин, заведующий кафедрой обществознания, права и социального управления. Сегодня мы с вами рассмотрим основные этапы прохождения вступительного испытания по обществознанию в форме собеседования. Вступительное испытание обществознания будет проходить в дистанционном формате в виде собеседования. Продолжительность вступительного экзамена будет проходить ровно 30 минут. До полутора часов увеличивается только для тех, кто поступает у нас по справкам с ограничениями возможностями до полутора часов. Вам необходимо набрать 45 баллов для того, чтобы ваши документы были приняты приемной комиссией. Максимальный балл 100. Дистанционная форма сдачи предполагает регистрацию в личном кабинете на сайте приемной комиссии педагогического университета. После регистрации вам приходит логин-пароль, который отправляется на электронную почту, которую вы указываете в регистрационной форме. В случае, если вам не пришла на почту информация, значит, посмотрите эту информацию в папке спам. Ну, если и там нету, значит, вы связываетесь уже с приемной комиссией университета. Контактные данные будут показаны на слайдах. Последующее посещение сайта будет проходить уже со своим паролем. Первый раз, когда вы входите в систему, вам нужно будет поменять пароль, указать свой пароль. Соответственно, в следующий раз, когда вы заходите, будете заходить с логином и со своим паролем. Собеседование будет проходить в дистанционном формате в системе университета, вступительное испытание БКПУ имени Акмолы, где вы заходите во вкладку «Конференцию». Перед экзаменом нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, идентифицировать вашу личность. Это первая страница вашего паспорта, где ваши фотографии и указаны фамилия, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, как я уже говорил, это 30 минут, и у вас будет всего лишь одна попытка. То, что я вот сейчас говорил, то есть основные моменты технические, которые необходимо соответствовать, представлены в инструкции. Она у вас размещена в личном кабинете абитуриента. Вкладка «Нормативные документы» нажимаем, и вот выходит инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. Я думаю, что будет все понятно, внимательно нужно будет ознакомиться с документом. Расписание вступительных испытаний размещено на главной странице университета. Нужно будет нажать вкладку «Бакалавриат, специалитет», и у вас выйдет вот такая страничка количествами, стоимость обучения, и видите, нижняя графа – это расписание вступительных испытаний. Когда вы нажмете на это расписание, у вас выйдет вот такого характера информация. То есть обществознание у нас проходить будет в два этапа. Те ребята, которые подадут документ с 20 июня по 20 июля, у вас день собеседования это 22 июля с 10 до 22:00. Резервный день это 25 июля. Те, которые подадут с 21 июля по 12 августа, у вас день сдачи экзамена 15 августа. Резервный день 20 августа. Хотела бы сразу сказать, что резервный день это только для тех, у кого имеется весомая причина не присутствовать в день основного экзамена. И вы должны приемной комиссии предоставить документальное подтверждение, что в этот день вы не могли сдать экзамен. Поэтому обратите на это внимание. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Нужно будет ознакомиться с программой вступительного испытания. Вы выходите на сайт, опять-таки бакалавриат, специалитет, и вы находите вот такую вкладку, то есть обществознание, собеседование. Ну, хотелось бы сразу сказать, что включает в себя эта программа. Во-первых, самое важное, что необходимо сделать до вступительного экзамена, это проверить ваши технические данные вашего компьютера, чтобы само собеседование проходило в нормальном режиме и техника вас не подвела. То есть вы указаны те параметры, которым должна отвечать ваша техника. Хотелось бы обратить внимание, что в период прохождения испытания
А абитуриент не имеет права привлекать помощь третьих лиц, использовать учебную справочную литературу, конспекты и другую вспомогательную литературу, искать информацию в интернете, открывать дополнительные окна в браузере и так далее. То есть никакие дополнительные данные. То есть ваша задача общение выстроить таким образом, что вы смотрите в экран, вы видите экзаменатора, соответственно, с ним и общаетесь. Перечень разделов представлен в программе, представлен сейчас на слайде, но вам необходимо будет посмотреть на следующий слайд, это вопросы для собеседования. То есть представлены в программе вопросы, которые будут задаваться в ходе собеседования экзаменатором. То есть вот эти основные разделы, которые представлены в примерной рабочей программе по обществознанию. Это основные разделы: человек, общество, сфера духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера политики, социального управления и право. Но основная часть, конечно, это будет экономика, право, но вы с этим, я думаю, уже знакомы. Ну и в случае, если возникают вопросы, здесь необходимо будет связаться или со мной, представлены данные мои, WhatsApp и электронная почта. Но также можно связаться в случае возникновения вопросов по техническим вопросам, по подаче документов, по регистрации в личном кабинете. Это с приемной комиссии. Раздел абитуриенты. Можете написать письмо, можете позвонить по указанному номеру телефона. Всем желаю успехов и ждем в нашем институте.